могу. Я не могу против мамы писать. Ее единственный родной человек вдруг стал врагом, но написать заявление на собственную маму не поднимается рука. Айгуль несколько лет живет в социальном приюте. Единственным способом общения с друзьями и хоть каким-то развлечением для нее был подаренный ноутбук. Но даже этого она лишилась. Мама Айгуль сдала технику в ломбард. И общалась, и фотографий много было. Ну, в общем, это был такой, собственно, такой маленький мир мой. В один из прекрасных дней просыпаюсь, хотела заглянуть в свой ноутбук, все, но его не нашла. Я говорю, мам, говорю, не могу найти ноутбук. Его теперь у тебя нет. Я говорю, как нет, где он? Я его сдала в ломбард, нам нужны деньги. Айгуль некогда известная танцовщица. Почти 10 лет она отдала башкирскому коллективу «Караван-сарай». Но в 2011 году ее жизнь изменилась. Айгуль встретила мужчину. Во время очередного запоя сожитель избил ее до полусмерти. 10 дней в коме, почти год в беспамятстве. С тех пор началась новая жизнь. Айгуль буквально заново училась разговаривать и ходить. Мама, которая все это время была рядом, не справилась со стрессом и сдалась. Мама начала выпивать, то там в гостях. Она, видимо, бежала из дома, бежала, вот, чтобы забыться, отвлечься немножко. В общем, я ее не виню, но в тот момент мне было очень тяжело. Уже тогда стало понятно, дома она никому не нужна. Так девушка и оказалась в приюте. Она не просто здесь живет, Айгуль получает зарплату за организацию культурных мероприятий, обучает пожилых людей тому, что умеет лучше всего – танцевать. Она привыкла радовать окружающих. Совершенно чужие люди стали ей ближе, чем родные. С мамой Айгуль видится крайне редко. Их прошлая встреча, возможно, и вовсе стала последней. Но, похоже, никто, кроме самой девушки, об этом не переживает. Зять наш кредит много этих взял. Много кредитов взял. Его с работы выгнали, не работал. И я ее ноутбук сдала, чтобы моя дочь с внучкой поехали в училу. Чтобы вернуть свой ноутбук, Айгуль нужно написать заявление в полицию, но так подставить близкого человека она не может. Девушка признается, обиднее всего даже не то, что осталась без ноутбука, а то, что с ней так безжалостно поступила родная мама. Гульшат Салимова, Роза Хабибуллина, Башкирское спутниковое телевидение.